Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что резко поменяется со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя на резкую смену событий и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая красивая картинка у вас выходит. Мои милые, смотрите, стоите вы и над головой держите подкову. Как будто бы этой подковой от каких-то неприятностей защищаетесь. У одних отыграется, что буквально вот резко со дня на день вам начнет вести в вашей жизни, в ваших делах, в ваших начинаниях, в каких-то очень сложных проблемах. Да? Просто вот столкнетесь с тотальным везением. Ну а у других отыграется, что благодаря своему везению вам удастся вот как закрыться, да, от каких-то проблем и бед. То есть вам везет, в проблемы вы не попадаете, либо эти проблемы обходите, либо эти проблемы мимо вас прилетают. Ну вот прям ощутите на себе, что вам везет, что проблем становится меньше, либо больше каких-то удачных событий, опять же, приходит в вашу жизнь. Дальше, мои хорошие, вижу мужчину, который очень медленно, но уверенно подходит к женщине. Попытки сблизиться, попытки понравиться. Ну, в общем, что-то такое вот он делает, мелкое, да, мелкие шаги, для того, чтобы быть ближе к вам. Вы это замечаете, вам это нравится, и вы с нетерпением ждете, когда же он вплотную к вам подойдет. Еще скорость, какое-то прям очень скорое событие, либо на скорости что-то будет сделано. Ну, допустим, вы будете спешить и быстро что-то сделаете, переделаете, доделаете, создадите. Сами себе будете удивляться, как вы ухитрились так быстро сделать что-то очень невероятное, шедевральное, либо неповторимое. Да, вот спешка вам как будто бы помогает мобилизовать все свои силы внутренние, все свои таланты, все свое знание для того, чтобы сделать какой-то шедевр. Вот в спешке, да, шедевр будет сделан в спешке. С собой будете очень довольны и будете такая думать, как? Ну вот как, да, иногда сидишь, там 3 часа потратишь и ничего толком сделать не можешь. А вот когда спешу, там буквально за 3 минуты делаю шедевр. Очень необычное событие, и вот с собой, главное, будете довольны. И еще какой-то резкий поворот в каком-то деле, неожиданно резкий поворот. То, к чему не готовитесь, то, на что не надеетесь. Но либо какое-то даже, может быть, вмешательство, стороннее вмешательство. В вашем деле идет резкий поворот. Резкий поворот событий. И события как бы даже разворачиваются немножко в вашу сторону. Тут либо случай поможет, либо какой-то конкретный человек. Может быть, вы с кем-то общались, может быть, вы кому-то жаловались, да, что у вас есть ситуация сложная. Человек там плечами пожал, а потом подумал и вот напрягся и что-то сделал, да, а вас не предупредил. Ну, в общем, это неплохое, это хорошее. Вот просто это как-то резко произойдет. Ну, главное, что случится, и главное, что это к добру. Дальше человек на букву К проявит какую-то хитрость по отношению к вам. Это может быть и мужчина, и женщина.
Поэтому все люди, кого зовут на букву К, должны быть у вас под наблюдением. Да? Этих людей нужно проверять, перепроверять и не верить им на слово. Хитрость идет. Да? Человек попытается вильнуть, увильнуть, либо в чем-то вас надуть. Ну, извините за слово, как бы идет такая информация. Люди на букву К, мужчина и женщина, имена. Предупреждение такое вам выходит. Так, а здесь затухающий костер, а в него кто-то подкидывает как будто бы поленья в надежде, что костер опять разгорится. Но с левой стороны, скорее всего, какой-то был конфликт, который начал затухать. И кому-то это не нравится. Кто-то заинтересован в том, чтобы конфликт продолжался. И человек подкидывает, дрова, да, бревна подкидывает, сучья, поленья. То есть человек пытается вас подстрекать и также, например, вашего оппонента подстрекать к тому, чтобы скандал продолжался, либо ссора продолжалась. Мои хорошие, если вы проявите спокойствие, то ссора вообще прекратится. Если вы поверите в наклепы, вот эти вот, знаете, подстрекательства, то опять с новой силой вспыхнет ссора. Подумайте, что для вас лучше. Дальше продолжать ссориться, либо успокоиться и прекратить это все. Здесь подстрекатель. Вот явно есть подстрекатель. Подстрекать будут и вас, и того, с кем вы ссоритесь. Вот. Надо, кстати, подумать и задуматься, да, почему человек это делает. Да? Может быть, человек из ваших ссор выгоду извлекает. Либо человек, в принципе, любит, да, когда люди ссорятся. Вот. Подстрекательство. В чистом виде подстрекательство. Дальше, мои хорошие. Разговор, которого не ждете. Разговор. Здесь может быть разговор с кем-то, кто старше вас по возрасту, и также с тем, кто выше вас по должности. Человек вас пригласит к разговору, либо вызовет, может быть, на разговор, если это начальник. Значит, ничего не бойтесь, плохого не будет. Здесь вам что-то будут предлагать, либо даже в какой-то степени спрашивать ваше мнение как у эксперта. То есть с вами будут консультироваться. Вот, консультация. Предложение либо консультация. Вот, хороший разговор, приятный. В процессе этого разговора вы поймете, что ваш руководитель много о вас знает. Да? Больше, чем вы, например, рассчитывали. Что вы у вашего руководителя на хорошем счету. Либо если это кто-то старший по возрасту, увидите, что человек в вас верит, что человек вам доверяет, что человек на вас полагается. В общем, приятно, будет приятно. Не бойтесь, все хорошо. Дальше, мои хорошие, если вы что-то заказывали, допустим, доставка, заказ в интернете, может быть, вы ждете какую-то посылочку, вижу, что нервничать будете. Потому что тот, кто вам доставляет, он очень нерасторопный человек и такой, знаете, на расслабоне. Да? То есть время да ладно, какая разница. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Да? Мне некуда спешить. Вот. Человек, который не заслуживает, например, чаевых, либо человек, на которого стоит пожаловаться. Очень медленно. И я вижу, что вы ждете, что вы переживаете. В общем, пока он дойдет, тут посидеть можно. Дальше большой красивый цветок распустился в вашу сторону. Верный знак того, что кто-то в вас влюбится. И это будет видно невооруженным взглядом. То есть человек будет в вашем присутствии себя очень странно вести, краснеть, бледнеть, заикаться. В общем, все признаки влюбленности будут налицо. И вы это увидите, и те, кто вас окружают, это увидят. Я вас поздравляю, у вас влюбятся. Если человек вам симпатичен, прекрасно. А если вы этого человека воспринимаете просто как коллегу либо знакомого, то да, здесь нужно будет что-то предпринимать. Влюбился человек, что поделаешь. С удивлением это понимаете. Либо с радостью. У кого-то удивление, у кого-то радость. Понятно, если взаимно, то будет радость. Если односторонне, то
будет удивление. Скажете, как? Почему? Почему? Мы столько времени дружили, либо мы столько времени друг друга знаем. Почему ты в меня влюбился? Ну, сердцу не прикажешь. Вот он, цветочек распустился. Большой. Это очень серьезные чувства. Дальше. У вас дороги внахлёст. За одну дорогу, либо за одну поездку вы несколько дел делаете. Прям получится, да, так спланировать, либо рассчитать, что вы сразу одним маршрутом сразу несколько дел делаете. Вам это понравится. Ту-ту-ту, здесь все пройдет очень легко и удачно. Дальше. Вижу, что вам придется кого-то подгонять, потому что человек сам не в состоянии собраться, либо настроиться, либо что-то делать. И вам нужно будет этого человека подгонять. Подгонять, заставлять, ну, либо как-то жестко мотивировать. Ну, по-другому никак. Не то, чтобы вам это нравится, но другого пути нет, других вариантов нет. Если человека не подогнать, то человек так и будет сидеть, сложа руки, и ничего делать не будет. Возможно, этот человек что-то для вас должен сделать, а возможно, для себя. Да? И вы, например, ну, имея отношения с этим человеком, либо имея родственные связи, дружеские связи, вы понимаете, что человека нужно немножечко ускорить. Будете придумывать всякие способы, методы, как бы подогнать этого человека так, чтобы и не обиделся, ну и дело было сделано. Дальше, мои хорошие, с кем-то у вас состоится переписка, ну, общение, да, по переписке в интернете, либо смс-ками, может быть, в каком-то мессенджере. И вижу, что вы как в недоумении. То ли человек что-то несуразное будет писать, либо какую-то непонятную смс-ку получите. Смотрите, не принимайте близко к сердцу. Вы лучше у человека уточните, мне ли ты послал эту смс-ку, либо мне ли ты написал вот эти предложения. Потому что человек может переписываться не только с вами, но и еще с кем-то. И просто банально перепутать адресата, вам послать одно, а другому человеку другое. Дальше, мои хорошие, с левой стороны работа над ошибками. Либо вы свои какие-то ошибки будете исправлять, либо чьи-то, да, кому-то помогать исправлять его, либо ее ошибки. Вижу, что злиться будете. Вижу, что вам это не нравится, особенно если это не ваши ошибки. Понятно, что не понравится. Но, тем не менее, деваться некуда, нужно делать. Нужно брать и делать. Потратите много времени, устанете, задолбетесь и дело свое сделаете. Вот как ни крути, все ошибки будут исправлены. Кстати, у кого-то прям как урок идет. Урок, да, что все нужно делать правильно, вовремя, и себя, например, там проверять, перепроверять. Либо кого-то проверять. То есть в таком ключе, да, все нужно контролировать, проверять, перепроверять. Даже какое-то себе слово дадите, что теперь буду все проверять по 10 раз, да, либо там 110 раз, чтобы потом ничего не переделывать. Ну, главное, что все сделаете, вернее, переделаете. Дальше мужчина перед женщиной шапку ломает. Выкручивается. Он выкручивается. Все тут ясно и понятно. Видно, вы его на чем-то поймаете. Ну, либо с пристрастием будете расспрашивать. А он будет пытаться, значит, юлить, вертеть, ломать шапку перед вами. Да, какой хитренький. Ну, вижу, что у него не получится. Все равно придется сказать правду, либо придется что-то признать. Дальше, мои хорошие, какой-то незваный гость у вас буквально на пороге. Либо человек без приглашения придет, либо человек начнет, ну, нагло напрашиваться к вам в гости. Да, непростая ситуация. Придется вам выкручиваться из нее. Незваный гость, либо гость, который напрашивается. Ну, некрасиво. Это некрасиво, это неправильно, так не должно быть. Но человек даже какую-то наглость проявляет. Вы такая думаете, эх, я тебе сейчас сделаю. Так, вопрос с детьми решится сам собой. Вы все разные. У вас у всех свои вопросы с детьми. У кого-то дети маленькие, крошечные, у кого-то постарше, у кого-то прям совсем взрослые. Показано, что вопрос решится сам собой.
либо ответ на ваш вопрос найдется сам собой. Редкое явление, но очень приятное. Вы такая, фух, выдыхаю, да? Не нужно больше напрягаться. Все решилось, все случилось, и я здесь ни при чем. Либо мне не пришлось там сидеть, что-то искать, подбирать, со всеми договариваться. Да, неплохо. Дальше, мои хорошие. Здесь с вами кто-то будет делиться своей личной информацией. Ну, как будто бы тайной своей поделится. И человек с вас будет брать честное слово, что вы никому не проболтаетесь. С одной стороны, это верный признак доверия. А с другой стороны, знать чужую тайну — это достаточно обременительно. Так, я еще вижу, что будет вам какой-то звоночек. Звоночек со словом «да». Вот вам говорят «да». Может быть, вы у кого-то что-то просили, либо куда-то подавались. Вам скажут «да». Вас это очень порадует. И в самом венце нам показано предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вот именно в хорошем смысле слова, да? Очень классное предложение. Вы такая, да, я этого хотела, я об этом мечтала, я этого ждала. Вот, хорошее предложение, желанное предложение. Может быть, вы просто мечтали, чтобы вам сделали такое предложение, но пришлось подождать. Вот вижу, что предложение вы такие получите. Будет очень хорошо, очень приятно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.